Добрый вечер, дорогие зрители. Хайырlı kişiler, dikkatinize итабыз, иссемнесіз иптәшләр, кардәшләр. В общем, всем, проще говоря, всем здравствуйте, всех рады приветствовать. Если вы с нами на этой трансляции, то знайте, сейчас прямо в эфире шестой отборочный выпуск, последний отборочный выпуск нашего шоу «Татарстар. Наследие». Все, дальше только полуфиналы. В общем, сегодня те, кто пройдут, они продолжат сражение за наши призы. О них расскажу чуть позже, а пока от нас, от нашего достопочтенного жюри, с которым я вас познакомлю чуть позже, обращение к вам номер один. Во-первых, улыбнитесь. Налейте себе чаю, кофе, в общем, в чем вы хотите провести вечер. И искренне будем надеяться, что мы принесем вам только хорошее настроение. В общем, вот так вот вступительные слова сказано. А теперь просьба вас чуточку потерпеть. У меня есть обязательная часть текста, с которой я вас должен обязательно познакомить. Татарстар — это масштабное народное онлайн-шоу, которое в этом сезоне называется «Татарстар. Наследие». Участникам этого сезона предстоит исполнить песни на татарском языке, станцевать под татарскую песню, прочитать стихотворение, опять же, на татарском языке. В общем, именно поэтому этот сезон называется «Татарстар. Наследие», потому что все, что в нем будет, должно быть на татарском языке. В общем, вот так вкратце. Наше онлайн-шоу транслируется в сообществах ВКонтакте, в Одноклассниках. Там мы везде называемся одинаково Татарстар, а также в официальном сообществе Республики Татарстан и в крупных городских тематических сообществах. В общем, у нас сегодня пятый отборочный эфир. Пятый. Шестой. До этого было 5. Шестой, последний. Все, хватит на меня так грозно смотреть. Ну, оговорился, тут вас 2 выпуска подряд радовал Руслан Сабиров, а я не Асхайруллин, поэтому, ну, извините, бывает. Ничего страшного. Смотрите, шестой, отборочный. Все, больше отборов нет, заявочки не присылайте, мы их не принимаем. Тот, кто успел, тот молодец. Тот, кто опоздал, ну, ничего, тоже страшного. На следующий год искренне надеемся, что наше шоу будет, и вы в нем поучаствуете. Так, когда у нас объявится наше 30-минутное голосование, то есть голосование вас, поскольку это уже шестой выпуск, вы, наверное, с правилами ознакомлены. Сначала будем голосовать мы с нашими жюри, а потом будете голосовать вы. В эти 30 минут нас посетит обладательница премии Татар Жире ТМ-ТВ и ТМ-ТВ Гульнас Султанова. В общем, вот так вот ознакомил. И самое главное, это что будет после полуфиналов. После 5 полуфиналов, в каждом из которых будет по 6 участников, у нас будет финал. И там, где обладатель первого места, второго и третьего получат ценнейшие призы: iPhone 12 Pro Max, призы за второе и третье место, iPhone 12 и iPhone 11 соответственно. Все, обязательная часть программы выполнена, можно поаплодировать. Все, здравствуйте, теперь вот они, мои дорогие. У нас сегодня жюри, и решать вашу судьбу будет жюри под номером 1. Певица татарской эстрады, лауреат многочисленных премий Алтын Барс и ТМ-ТВ Гульнас Сираева. Аплодисменты. Вот, есть. Хайырлы кишлер. Автор-исполнитель, певица, блогер Римма Никитина. Мы завтра, всем удачи! Я должен был сказать Мунир Рахмаев, но с нескрываемой радостью говорю, вот он, наш дорогой победитель первого сезона, человек, который стоял у истоков нашего шоу, которое происходило в самом начале, много сезонов назад. Это Даниил Федоров, победитель первого сезона Татарстар. Аплодисменты! Привет, привет! Вот так вот скажу, еще никого так ярко не приветствовали. Все. Да. Да. Но я, ведущий, ваш покорный слуга, тоже так вот скромненько буду выдавать оценки. Каждый раз говорю честно, у нашей технической группы спрашивал разрешение. Можно я буду всем ставить 5? Мне запретили, поэтому если кого-то обижу, ну, извините. В следующий раз будет лучше. Не Асхайруллин, всем тоже здравствуйте. Так. А у меня даже громче было. Вот так. Ладно, по очереди, какие впечатления, давайте, Гульнас, начнем. Ой, впечатления, ожидания от наших. Интерес. Очень жду начала. Я вообще ждала именно сегодняшний день. Это мой первый опыт в качестве жюри, поэтому я даже волнуюсь, можно так сказать, несмотря на весь свой опыт выступления на сцене. Хорошо, есть. Вот учтем. Римма? Для меня сегодня вообще очень волнительно, потому что я тоже впервые в жюри сижу. И вот за ребят я очень сильно переживаю, волнуюсь, как будто вот сама буду сейчас выступать. И буду стараться, я всегда справедливой и буду прям строго, справедливо судить. Всем Вот же пожелаю удачи. Всем удачи. Даниил, ты был по ту сторону, что называется, камеры, по ту сторону экрана. Каково тебе оказаться здесь? Ну, я уже был членом жюри во втором сезоне. Тебе все мало, видимо? Мне нет, не мало. Просто могу сказать, что видел все, но то, что происходит в этом сезоне, вижу впервые. Именно вот
Как и все мы, этого еще не видел. Никто, ладно, вот такой вот у нас Даниил, мастер на подводке. Так, что же, обращаясь к нашему техническому персоналу, нашим редакторам, все ли мы обязательно сказали? Можем начинать. Жюри готово. Итак, у нас первый участник. Вот он есть, первый участник последнего отбора. Участница. Зовут ее Ильфиза Ахатова. Она из Мариэл, поселок Марий-Турек, с композицией Зульфиры Шайдуллиной «Урман Буйлары». Ей 13 лет. Смотрим. Кул-Шабаба, с аплодисменты вот туда, вот сквозь наши камеры отправляются далеко-далеко в Мариэл. Что ж, думаю, начнем вот опять мы то с одной стороны будем начинать, то с другой. Да. Даниил, каково тебе? Ах, с меня даришь. Да, с тебя. Только смотрите, в нашей жюри есть такая поправочка, мы сначала выказываем свое мнение, а потом так вот по очереди ставим оценки. Жги. Девочка молодец, что не побоялась, отправила свою заявку на этот конкурс. Но я со стороны вот вокалиста скажу, что мне, наверное, не хватило, как правильно сказать, навыков вокальных именно. То, что надо заниматься, еще больше заниматься, скажу, наверное, только так. То, что мне вокальная составляющая не совсем, не хватило мне ее. Окей. Римма. Ну что могу сказать, мне не хватило вот энергетики, что ли, зажжем, и слова невнятные были. А так вообще умничка, молодец, слова непонятные были. Гульнас. У девочки голос есть, вокальные данные есть. И да, как сказал Даниил, ей, конечно, еще надо расти, развиваться, работать над чистотой интонации в основном. Но, да, интересно, конечно, как мы будем оценки ставить. Окей, тоже теперь моя. Это сложно. Очень сложно. Я всегда ставлю, сложно. выказываю свое мнение очень просто. Сцена была, костюм Был. но мне показалось, что он не совсем татарский национальный, но костюм был. Хорошо, песня была, человек пел на татарском языке, все соблюдено. И лично так сразу поставлю оценочку, 4 для первого участника нормально. Вот так вот я выкрутился, теперь вы. Я тоже думаю, 4 поставим. 4. Ну, 4. 4, все-таки 4. Дадим возможность побороться за место в финале. 4. 4 четверки, вот так вот всем, кто выходит первым, всем везет. Все, что ж, есть тем более 4. Неплохо для начала. Я думаю, там нас сейчас в комментариях потом скажут: ой, что вы делаете? Дорогие наши зрители, обращаюсь к вам по всем. Мы, несмотря на то, что кто-то из наших жюри всегда обладает компетенцией, кто-то поет, кто-то занимается другими профессиональными, артистическими, скажем так, профессиями, ипостасями, мы тут исключительно выражаем свое субъективное мнение, и мне хотелось бы, чтобы наш каждый выпуск проходил исключительно добро. Поэтому мы не хотим никого прям закритиковать, и все ставим на свое субъективное усмотрение. Поэтому нам показалось, что все это на 4, так вот сложилось, поэтому 4, аплодисменты. И где двигаемся дальше. Вторая участница Алия Сабирова. Она из Рыбно-Слободского района республики с композицией Ильсияр Бадреддиновой «Щиале Тау». Ей 14 лет. Хорейс.
yanar yere şiirda uğraştırdı mağdur yaşları kesimde göbeğlerine yatıp kaldı şiirda giderimde. О, аплодисменты тоже есть. Начну теперь, получается, с меня, мое мнение. Не будем так вот. Мне понравилось. Поет хорошо, несмотря на то, что, может быть, не хватало какого-то артистизма, но что касается самой песни, мне понравилось. Гульнас? Ну, опять-таки, тут 14 лет. 14 лет. Еще не до конца ровный голос. Есть куда расти, есть над чем работать. Но неплохо. Неплохо. Хорошо поет. Можно? Можно, да? Можно идти вперед. Рима. Ну, я, наверное, сейчас немножко груба буду. Ну, во-первых, конкурс есть конкурс, да? У меня такое ощущение было, что она поет в предбаннике. Вот у вас такое не было впечатления? В предбаннике? Да. Потому что там вот сзади эта дверь такая стоит. У меня вот такое ощущение было. Национального костюма нет, сцены нет, голос есть. Вот. Что могу сказать? Антуража не хватило, Антуража да? не Внешнего, хватило, да. энергетики не хватило мне. Я, видимо, то, что вот сама вот энергичная, мне вот энергетики не хватило. Ну, очень часто вот на последних выпусках этого шоу я видел, что жюри говорили как раз именно про это. Про то, что все поют в предбаннике. Нет. Почему бы нет? Нет, на самом деле о том, что не хватает чего-то. Да, костюма не было, сцены не было. Поет девочка хорошо. Вот, но конкурс все-таки, правильно Рима сказала, Да. что конкурс. И, наверное, нужно было бы как-то подготовиться, может быть, хотя бы просто фон покрасивший выбрать, чтобы приятнее было смотреть на эту картинку. Картинки не На хватит. природе, например. Ну, Да. можно на природе, либо просто... Можно как-то- было, да, на природе, потому что песня «Ща я летал», можно было хоть на природе, хоть даже около вот, дерева стал бы, спел бы. И Твоя тоже оценка, приятно. Данил? Ох, как сложно. Я могу закрыть твое Очень лицо сложно. планшетом, чтобы... Ну, не могу я ставить плохие оценки. 4 поставлю. Нормально? Ты жюри, это тебе решать. 4. 4 есть. Я поставлю 3. 3. Я 4 поставлю. 4. Искренне надеюсь, что мой балл абсолютно ничего не решает. 4. Вот так вот. Есть, все. Тем не менее, аплодисменты все равно. Вот так вот, сейчас снова обращусь к нашему жюри, дорогие жюри. Мы не разыгрываем миллионы денег. От наших оценок и от наших слов ничего глобально страшного не зависит, поэтому можно быть чуточку смелее. Вот сейчас Данил на меня так смотрит, как будто у него столько накипело, поэтому... И только единственное, что поскольку вот вы выступаете, вы артисты, ваши действительно слова могут как-то потом впоследствии помочь нашим участникам. И третий участник на сегодня, уже постарше, из Сабинского района, 19 лет. Наконец-то у нас теперь уже не только песни, но и стихотворение. Стихотворение Энгама Атнабаева «Милявше Кенделегенне» Лейсиря Галявина. Смотрим. Сен язмайсың. Ә мен күнде хатлар язам. Күнде язам. Сеңа язам. Құтылғысыз бір мәжбүри ішке әйләндіріп кеткен жазам бұл. Күнде язам. Тыштанса көргенімді язам. Жетекләшіп икәү йөргәнне. Күк күкретіп, қара бұлыт басқаш, икебез ике якка йөгергәнне. Язам язлар булганын. Ағай діліне яра туғанын. Мой ортасы жеткеш қарау түшіп, алма шешкесінің туңғанын. Күшіде бала туғанын язам. Тәуге тапқыр күлгенін язам. Ялғыз қалған нақышларының ничек батырларша өлгенін язам. Бірге шықлар. Шундый рахат еді. Ayrılırlar yaman деп язам. Элек кеше.
Мен яратам сені. Мен сенекі қаман деп язам. Сен жазбайсың. Ә мен күнде хаттар язам. Бір күнде де жазмай қалғаным жоқ. Тек бірсінде сеңа салғаным жоқ. Даниил, Как бы сказал Константин Сергеевич Станиславский, верю. Нет, действительно. девушка- ты понимаешь татарскую речь, Даниил? Я пытался перевести для себя, что-то я понял. Но поверил. Нет, поверил, конечно. Мне хватило эмоций, которые девушка показала всем нам. Вот. Действительно было очень искренне. На самом деле, сначала вот мне чего-то не хватило. Я думал, что ну как-то все будет просто. А потом даже было интересно и послушать, и смотреть на вот это живое, действительно живое исполнение. Рима. Мне очень понравился, правда понравился. Во-первых, она и от души и слезу пустила, и на улыбке это все у нее было, искренне все было. Мне понравился, правда. Ильназ. Ну, тут, мне кажется, наше мнение однозначно. Все хорошо, и подготовка хорошая, музыка наложена в кадре, и образ у нее, и даже перо в руках, перо, понимаете, не просто ручка или А карандаш. свечи? Свечи, ну прям все, даже эти мелкие цветочки на платьишке, такой романтический образ. То есть, понимаете, все подобрано. То есть человек подготовился, ответственно подошел ко всему, и плюс и профессионально читала. Хорошо. Теперь мое, опять же, субъективное мнение. Искренне надеюсь, что Рейсеря это все записала с первого дубля, потому что очень бы не хотелось, чтобы она неоднократно плакала, когда читала стихотворение. Это пункт номер раз. И во-вторых, представьте себе, если Рейсеря победит и получит один из наших девайсов, там iPhone 12, 11, все вот это вот, представьте, как ее голосом будет классно звучать аудиосообщение бесконечное. Поэтому все, мне очень понравилось, честно, такая вот долгоиграющая. Все, от меня оценка 5. От меня тоже 5. Рима. 4. 5. Все есть. Аплодисменты, вот такой вот высокий балл отправляется в Сабинский район. Четвертый участник, наконец-то, парень, мужчина. Он из города Казани, с народной песней «Умарзая». Зовут его Ильнур Еникеев. Смотрим. Аплодисменты! Есть, вот так вот. Вполне, получается, теперь моя очередь начинать мнение жюри. Хорошо. Хорошо, но, знаете, мне не хватило улыбочки, какого-то артистизма. Видно, что человек подготовился, наверное, он у себя дома все это делал, отодвигал шкаф в стенку из-за своей спины, чтобы этот белый фон у него получился. Но мне не хватило, действительно, чтобы это выглядело как номер какой-то конкурсный. Да, человек обладает некими вокальными данными, он поет, но как номер это, по моему субъективному мнению, не выглядело.
Гульнас. Соглашусь с тобой, голос есть, но чувствуется, ну, как будто не хватило подготовочки, яркости номера нет. Даже вот эта футболочка как-то, она уж, ну, с Ну, пальмами. летняя, зато летняя такая. С пальмами. Мында умырзая турындагы. Больше как будто человек где-то там на пляже, да? Там с фитнес-часами. А То представьте, есть он какой-то пел это такой- на пляже и просто пляж от нас закрыл белой стеной Ну такой. вот. Подготовки какой-то нету, то есть какого-то более серьезного подхода к этому всему. Ну, поет хорошо. Поет? Да. Рим. Ну, нет, я с тобой, наверное, поспорю, потому что как раз-таки улыбочка была. Я не Под- понимаю, видимо, мужских улыбках. Не понял. Улыбочка была, Хорошо. но подготовки ноль. Антуража тоже ноль. Сцены нет. Во-первых, футболка тоже не в тему. Но можно было что-то, Без рубашку. футболки, например. Нет, не надо было без футболки, можно было хотя бы рубашку надеть. Я же сказала, что буду справедливой. Может, после этого меня там помидорами, яйцами закидают, но я буду- Максимум комментариями, ничего страшного. Да, но я буду справедливой. Мне не понравилось. Даниил. Как мужчина-артист, мужчине, конкурсанту. Уже сказано было, что яркости не хватило. И песня, хотя и лирическая, и вот это настроение было передано, но мне показалось, что все было настолько монотонно, было неинтересно слушать уже вот дальше. То есть сначала, да, я послушал, для себя какие-то выводы сделал, а дальше было уже, ну, монотонно, скажу так. Оценочку дай. У нас такой принцип. Поставлю 3. 3. Рима оценку. 3. Гульнас? Футболочка-то решает. От Ну, меня... вокальные данные же есть. Тут я бы поставил 3, но, многоуважаемый Ильнур, поскольку я не пою и вообще не могу с вами, многоуважаемые, посоревноваться, тут должен сказать 2, нет, 4, от меня 4. Итого 3, 3, 4, 4, в принципе, весьма неплохо. Двигаемся дальше. Санкт-Петербург, вот так вот у нас по географии дальше. Участница 41 год, композиция Эльмиры Калимуллиной «Мин сені Худайдан сұрадым», Делия Витта. Внимание на экраны. Аплодисменты для начала обязательно. Теперь, получается, моя очередь начинать выказывать мнение. Сразу видно, человек поет, и даже видно по антуражу вокруг, это не некое место силы, где люди поют, голос хороший. Наверное, что касается визуальной камеры, тряслась, плохо записан звук, но что касается исполнения и какого-то некого артистизма, было все хорошо. Вот так, по моему мнению. Гульнас? Мне понравилось. Она полностью вжилась в песню. Хорошие вокальные данные. Ну, есть, конечно, да, некие помехи в записывании именно звука. Ну, я думаю, это технические моменты какие-то. Рима? Мне как раз таки не понравился, что технические моменты вообще ужасно, конечно, но у нее голос есть, да, она и руками старалась вот как бы подать эту песню, полностью как бы в песню она вошла, но
Но мне не понравилось, мне не хватило, вот реально не хватило. То ли вот костюмы, то ли вот это антуража, ну, меня она не впечатлила. Просто спела и спела, Просто как, спела, как и ты, всё, да? да. То, что, конечно, технически все было сделано не очень качественно. Звук особенно, потому что я пытался что-то расслышать, вот, но не удавалось. Нет, я слышал, некоторые слова действительно доносились, но мне показалось даже с этими техническими нюансами, что голос у девушки очень мощный. Мощно. Да, и Ну, мне... слова непонятны. Да, но мне понравилась сама подача. Слова непонятны, но это техническая особенность. Естественно, к этому можно было бы придраться. Но К я этому, считаю, что... тут, знаешь, я вот что мнение, к этому можно и нужно, наверное, придраться, потому что вот человек из Сабинского района, который вот девушка читала стихотворение, она умудрилась с собой и с телефоном сделать все здорово и классно. А тут видно, что Это у да. человека Да. есть Я соглашусь возможность с для этим, этого, да. но она этого почему-то не сделала. Оценочка твоя, Данил. Ну а вдруг вот мы дадим хорошие оценки, девушка пройдет дальше и сможет показать уже качественный контент с хорошим звуком. А с мы сейчас хорошим- такие видео не очень, и поэтому вот так вот, да? Ну нет, ну а вдруг действительно будет качество офигенное, и вот эта вся ее полнота голоса раскроется в полной мере. Может быть. Я поставлю 5. 5, окей. Римма? 3. Нас. Ой, я тут даже не знаю. Все-таки думаю, наверное, дать ей шанс надо. Будем зреть в корень и смотреть на вокальные данные, а не на технические моменты. 5 поставлю. О, вау! Да. 4. Вот так вот я. Не поведусь я на ваши пятерки. 4. Все, итого. 5, 4. 3. А, 5, 3. я пытаюсь, да. Вот видите, Вита, я пытался. 5, 3, 5, 4. Двигаемся дальше, давайте поаплодируем участнице из Санкт-Петербурга. Тут у нас сейчас будет произведение «Габлой Тукая». Сонаса от Рамазана Сибгатуллина из города Казани. Ему 8 лет. Смотрим. Abdullah Tokay Suanası. Yok yog'imda hech kishida yo'qlig'im bildim da men shopdim ovulga toroqni tezgina irdim da men ko'rmim o'g'ilni yortni ey shobon men ey shobon oshig'am tirlim pisham ham qip-qizil o'tda yonam bir zamon aylanib boqqan edim ortqa toba. Oh, xorabish, suv anasida meni martan shobot. Qishqiradir, qo'shma, qo'shma, to'xta, to'xta. Ey qo'roq, nega olasing sen ani? Ul bit mening oltin taroq. Men qo'shaman, ulg'uadir men qo'sham. Shul qadarli qirtinish, hech bir kishi yo'qishmasam. Sho'rlarush yashabashib, jetdik ovulga bir zamon. Suv anasin qo'rg'a ko'tarildi borsha it. Vovda, hovda, hov. Bir to'xtovsiz itlar iri. Suv anasi qo'rqib itlardan keraga yugura. Endi joylandi, qo'rquvdan tinchlandim dedim. Ey yovuz qo'rshiq, tarog'imdan qira qolding dedim. Uyga qaytdim-da, ani oltin taroq topdim dedim. Susadim, urdim ani, men bek uzoq shopdim dedim. Можно и нужно поаплодировать, и мы меняемся очередностью. Данил, каково тебе? Мальчик, конечно, большой молодец. Рассказывал все с интонацией какой-то ему свойственной. Вот. Наверное, единственное, что мое внимание не удержал, потому что у него глаза постоянно бегали. Вот. И как будто он не нам рассказывал, а вот как-то пытался вспомнить, что ли, слова. И, наверное, вот только какой-то вот этот 8 нюанс. лет человеку, Ну, нет, джентльмену вот 8 лет. Это хорошо. Для 8 лет я считаю, что хорошо. Окей. Римма? А мне очень понравился. Меня этот мальчик просто впечатлил. 8 лет, такое длинное стихотворение. И он прям и руками махает, да, и на эмоциях вот это все показывает. И глаза у него бегают, и улыбка есть. Вот харизм есть, энергетика есть у мальчика. Тюбетейку даже одел, сцены есть. Все прекрасно, мне очень понравилось. Молодец. Гульнас? Ну, я, честно, даже не знаю, к чему придраться. А хотелось бы, да? Ну, Ну надо же, мы же жюри. нет, я не знаю, к чему придраться. Мне все понравилось.
Очень обаятельный, мега обаятельный мальчик, располагает к себе. И внимание у меня на нем держалось хорошо, нормально. Да, И, вообще как бы, умеет как бы завлечь, да, свою речь. Ему ушлар. Ушла Вера. Теперь мое мнение. У меня пожелание есть не к Рамазану. Рамазан, ты молодец, к тебе вообще претензий ноль. У меня претензии к оператору Рамазану. Артист должен быть в кадре. Но если еще Рамазан сам себя в этот момент снимал, то тогда вообще 10 баллов. Нет, оператору обращаюсь, не знаю, кто там, это я, не бабушка, дедушка, просто друг. В центре должен быть Рамазан, а к Рамазану, тут Даниил сказал, глаза у него бегали, поскольку я такой... Нет, я даже не посмею сказать, что я артист разговорного жанра, но я скажу, когда человеку кто-то за кадром помогает, у него взгляд прикован к этому человеку. Это очень часто бывает с детьми, которые выступают с какими-то номерами, они прям пристально смотрят за тем, что им говорят. Здесь же напротив, у него глаза бегали, потому что он вспоминал свои же отрепетированные действия, свои же слова. Поэтому Рамазан от меня можно было поставить 6, я поставил 6, но я ставлю 5. Я тоже 5 ставлю. 5. Ну давай, не жалей. Ну блин, это так сложно. Я вот не могу определиться с оценкой. Ну что, может быть, я все-таки... Ну то есть как, певица из Санкт-Петербурга, пятерка, не глядя. А глядя. Прям восьмилетнему мальчику не 5, что ли? Не, мне кажется, 5. Не, нам сейчас скажут, что мы Я тут тебя знаем. побью, 5 говори. Нет, можешь, у нас тут демократия, у нас свободные выборы. Я шучу, ну, правда, мальчик старался. Поставлю... Данил, что такое 3? Нет, поставлю 4. Меня сильно не бить, поставлю 4. Нет, пожалуйста. Ладно, все, абсолютно, у нас свободное решение. 4. Вот чего-то Данилу не хватило, это Рамазану. Искренне такое пожелание, и тем, кто с ним работает, что чуть-чуть чего-то вот не хватило. Вполне может быть. 4, 5, 5, 5. Аплодисменты еще раз. Было здорово. Так, как-то мы сегодня прям вообще очень быстренько идем. У нас уже 7-й участник. Композиция «Акаен», город Казань. Дарина Зиннатуллина, 14 лет. Внимание на экран. Аплодисменты, Пулчабабас. Вот так вот пришло время выказать свое мнение. Тут бы, наверное, если бы чуть-чуть мне бы где-то не хватило немножко вокальных данных, это было что-то не так с музыкой, я бы начал говорить, нет сцены, нет костюма, там еще чего-то нет. Но здесь всеобъемлющая для меня лично музыкальная составляющая перекрыла все эти факторы. И плюс, что немаловажно, была выбрана какая-то не классическая прям вот минусовка, она такая была с некой обработкой, такая немножко трип-хоповая, с биточком. Класс. Гульнас? Исполнение мне, конечно же, понравилось. Да, нету яркости картинки, конечно. Это потому, что человек iPhone, а не 12. Да, но это же может быть действительно качество просто камеры телефона, не передающие, да? А так бы маску бы с татарским костюмом бы надел на себя и вообще норм. А как она поет, как она преподносит вообще эту песню, мне понравилось. Молодец. Голос есть, но мне не понравился тот момент, что она глаза закатывает наверх. Улыбки мне не хватило, харизмы не хватило. Голос шикарный. В целом мне понравилось. Даниил, ты здесь за вредину? Нет, почему? Можно быть иногда и добрым. Но я же не поставил ничего плохого пока еще. Он даже ни одну тройку, по-моему, не поставил, да? Одну, по-моему, тройку поставил. Да? Была одна тройка.
Что могу сказать? Интонирует девочка хорошо, поет хорошо. Да, тоже, опять же таки, момент, что нужно учиться, потому что, ну, так, возможно, какое-то волнение, что голос немножко дребезжит. Но мы об этом не говорим. В целом, номер хороший, девочка поет, сцена нет, зато шторы есть хорошие, красивые. Вот, ну, кадр же, картинка есть? Кадр есть. Девочка поет? Поет. Все замечательно. Оценка? 4 поставлю, 4. 4, ладно. По четверкам. 4. Я же люблю чуть-чуть так. Чуть-чуть, да. Так, чуть-чуть. Повыше ставить всегда, да? Если бы я была учительницей, я была бы доброй учительницей, честно. Я 5 поставлю. 5. Ну, от меня лично 4. Вот так вот я решил. 4. Все есть, давайте поаплодируем. Ух ты, у нас уже 8-й участник, ему 42 года. Ого! Вот так вот. Он исполняет композицию Салавата Фатхуддинова. Если у меня здесь верно помечено, что татарский язык он не знает, он для него не родной. Он из города Казани. Участник, зовут его Дмитрий Риманс. Внимание на экран. Мин яратам, сине Татарстан, горур халкın өчен яратам. Жан eretken, әнкәм телен өчен, татар телен өчен яратам. Жан eretken, әнкәм телен өчен, татар телен өчен яратам. Мин яратам, сине Татарстан, тугайларын өчен яратам. Тугайларын, сайдашларын өчен, жәлилләрен өчен яратам. Тугайларын, сайдашларын өчен, жәлилләрен өчен яратам. Аплодисменты, это обязательно составляющая. Думаю, начну с себя. Настолько полюбили в Казани Хвичу Кухарацхелию, что даже татарские песни поются в грузинских костюмах. Вот так вот, для любителей футбола шуточка. Участник в костюме. При этом, заметьте, он очень долго пытался все это сделать. Сначала он начал просто вот, знаете, в своих атласных штанах. Потом, видимо, сходил в ресторан, который расположен в стадионе, где-то взял грузинский костюм и продолжил петь. Какая связь, что человек это все делал на татарском языке, я не понимаю. При этом оператор, у него из камеры шел дым. А поскольку у нас есть закон, который запрещает в эфире говорить как бы там вот это, о пагубных Привычка. Так вот, операторы на стадионе курят. Там нельзя вообще в обычное время курить на стадионе. Дмитрий, позаботьтесь, кто вас снимает на камеру. Костюм у вас прелестный. Ладно, дальше. Может быть, это спецэффекты? Как мне показалось, человек не знает татарского языка. Я об этом говорил, да. Да, не знает татарского языка. А он думает, что это татарский костюм. Он, конечно, постарался, и произношение вроде сносное такое, да, вот в этом, конечно, его такой плюсик, что не будучи носителем языка, он все-таки старался петь на татарском. Вот как петь, это, конечно, другой вопрос, да. Чем обусловлена эта смена костюмов, вот это все, конечно, оставляет вопросы. Да. Тут хотелось бы сразу перейти от доброй Риммы к Данилу, чтобы он прям вот... Рима сегодня очень добрая, да. Рим, давай. Никита сначала жару даст. Ну, когда мне сказали, что 42 года, и русский человек поет на татарском, у меня сразу такое, у меня глаза вытрящило, и мне на самом деле было очень интересно, потому что за смелость ставлю 5, вот реально за смелость ставлю 5. Ну как он начал в футболке петь, и вот это грузинский костюм, причем тут Татарстан, меня там все Татарстан, или он на самом деле не знал, что это грузинский костюм? Я же говорю, он думает, это ему сказали. Может, ему сказать, что это татарский костюм. Ему сказали, может, Подождите, татары. а он кто по национальности? Да, Риманс. кстати. Ну, я боюсь, Дмитрий, я боюсь меня собить, мне кажется, что-то прибалтийское, возможно. Да?
Ну, за смелость 5, Ему, ну... представь, ему говорят, вот это вот надевай, и так татар насабантует прям вот крэш. Ну нет, это мне По-моему, кажется, Казань-арена была, да? Я не да. знаю, Казань-арена. Да, Ну вот Казань-арена. Татарстан он Казань-арену показал там сзади. То есть не бани была. есть Казань-арена хоть была. Уважаемые зрители, которые составляют комментарии, вы же понимаете, что сейчас нам интересно не Ну. качество, не фактура артиста, не как он спел, а как в татарской песне появился грузинский национальный костюм. Ну да, ну... Ощущение, что поприкалывался. Ну есть такой момент, да. Ну выглядит он, кстати, очень молодо, вообще молодец. 42 года. Молодец, пацанчик. Малорик. За смелость 5, но за пение, ну 3, ладно. Ну, оценку можно было хотя пока бы не ставить, 3. можно было дождаться до Даниила. Ну, а что говорить? Казань на фоне была? Какая-никакая Казань. А, ты по моей логике пошел, да? Все, Казань была, Казань была была. декорация. Прям написано Я было. сам, как русский человек, который, ну, с татарским, я понимаю, разговариваю, но не очень хорошо. Вот, ну, прям очень не очень. И человек русский. Но по возможно, паху полфактан ты можешь отличить. Конечно. А потом? И я бы сказал так, что я не спел бы, наверное, лучше, ну вот, как русский человек, не спел бы татарскую песню. С языком у меня проблемы вот с татарским, да? И вот он тоже. Но он постарался, он захотел, постарался, Да. нашел вот этот вот путь к языку татарскому и спел песню. Ну, И за это уже твоя молодец. оценка за тягу к знаниям? За тягу к знаниям, конечно, я бы поставил 4, но поставлю 3. Рима, оценка. 3 я сказала уже. Димас? Что-то между 4 и 3. Если только сильно натянуть и поставить. Ну, нет, наверное, не будем натягивать. Неужели я поставлю 3? Ну, можете не ставить вообще, прям можно 4. Серьезно? Ну, можно 3. Нет, все-таки, наверное, 3. 3 есть. Да. И от меня... Что вы так меня смотрите? У меня всего 5 баллов в распоряжении. Хотелось бы поставить... Да что хочешь, то и поставлю. 3. Все, давайте проехали, едем дальше. 9-й участник. Не, ну зато заметьте, это был самый запоминающийся участник на сегодня. Кстати, да. Да? Впечатлил. Да, Кстати, Впечатлил, вот этот мальчик впечатлил, и вот это я точно запомнила. Не, я бы еще больше очень удивился, если бы Гульнас 4 поставил, тогда бы это прям нет, был бы нет. самый запоминающийся. Нет, наверное. нет, Ладно. нет. 9-й участник Айсулу Мустафина, 17 лет, город Казань, стихотворение собственного сочинения «Йорат Мине». Смотрим. Ярат мине. Бары мине генә ярат. Башкалардан назлар эзләмә. Күпкә алар яхшы булсалар да, читләрне син күзләмә. Сакла мине. Бары мине генә сакла. Салкын җилләр миңа тимәсен. Кочагыңа алып, җылыт мине. Арабыздан салкын үтмәсен. Ышан миңа. Бары миңа гына ышан. Ялган сүзгә сәбәп эзләмә. Авыр чакта янәшәмнән атла. Кулларыңнан кулым җибәрмә. Назла мине. Бары мине генә назла. Шашкын хисләр безне бәйләсен. Мәхәббәтнең эзе чиста булсын. Шушы хисләр мәңге сүнмәсен. Ярат мине. Бары мине генә ярат. Мин дә сине генә сөярмен. Юл чатында, ялгыз калганда да, бары сине генә көтәрмен. Аплодисменты! Каждый раз я так говорю. Что ж, теперь начинаем классически с той стороны. Даниил. Мне понравилось, тем более, если это стихотворение собственного сочинения. Написано так. Вот, значит, девочка прекрасно понимает, о чем она говорит. А ты? Про любой был глаз. СГН. О, хорошо, есть. Мне понравилось. И самое главное, что искренне. Возможно, это стихотворение про первую любовь. Оно переводится «люби меня». Вот, да, я как раз... Это как «люби меня, я люби», понял. вот это вот история. Я рад сине, правильно? Да, да. Я рад меня. Мине. Не, меня не надо, но переводится так. Хорошо, я рад меня, да? Все хорошо, я запомнил. Все, есть. Искренность. Рима.
Но как автор-исполнитель я вот тоже 90% своих песен сама пишу. И что могу сказать? Во-первых, ставлю за авторское стихотворение 5. За ее искренность ставлю 5. За то, что она прям это все искренне говорит, ставлю 5. Мне очень понравилось. Она вот реально, она просто душу свою отдала в это стихотворение, и она, видимо, вот на самом деле очень сильно влюбилась, и в это стихотворение это все прям ее душа, любовь прям чувствуется. Но мне очень понравилось. Молодец, умничка. Авторское стихотворение вообще бомба. Молодец. Здорово. Гульнас? Ну, после Римы теперь я даже не знаю, что уже сказать. Она все сказала на самом деле. У девочки все продумано, и образ, блекейгна факта бармандайма, как бы Балонда Ирин, то есть на лугу ходит и свой стих читает. Это же много, уже говорит о многом, то есть не чей-то, а свое сочинение. Мне понравилось. Музыкальное сопровождение, кстати, еще было. Тоже Да. Хорошо. Тут совсем мне уже не оставили ничего ответить, но я тоже подтвержу. Сейчас, когда я слушал вот остальных наших жюри, я такой думал, а костюм был? А что было? А я не помню. А не помню почему. Потому что было крутое стихотворение. Оно было великолепно прочитано, оно было с эмоционально прочитано. Я помню только вот этот весь образ с букетиком маленьких полевых цветов. И больше не помню ничего, потому что действительно это прям вот наполняет себя эмоциями. Плюс если действительно, как здесь написано, что это стихотворение собственного сочинения, то выше всяких похвал. И вот прям вот 5 баллов абсолютно не жалко. Можно было бы 6, было бы 6 от меня. Гульнас? Абсолютно согласна. 5 баллов. Единственный минус был, сейчас еще раз отмечу, потому что технически не очень хорошо было снято, там вот рингшот, вот эти по краям, вот эти, видите? Но наложили музычку при этом. Наложили музычку, прям приятно было, но чувствовалась душа, а я всегда за искренность, за любовь, и ставлю 5. Скажу так, что стихотворение написать, может быть, и не сложно, но прочитать свое же стихотворение так, как вот хотелось бы его слышать всем, за это ставлю 5. Вот тут можно поаплодировать, Алексей Человек. Первый участник за сегодня 5, 5, 5 и 5. И 10-й участник. Для наших зрителей, обращаюсь к вам, это... Теперь же можно, пошла мода говорить, крайний нет. Это последний участник нашего отборочного этапа. Участников новых вы больше не увидите. Это единственный участник, которого вы еще до этого не видели. И, соответственно, может быть, именно он отправится дальше в полуфинал. Это 10-й участник Ильмир Загердинов из Актаныша, 16 лет. Композиция «Казан егетләре яшьлек язым». Смотрим? Смотрим. Ак чәчәктә ак томан, минем күңелдә буран, күңелем сине көтә, йөрәгем сиңа илтә. Ак шымыр чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Ак шымыр чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Аккаенда ак томан, сине күргәндәй булам, ки җитә дә таң ата, уйлар син дип саташа. Ак шымырт чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Ак шымырт чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Аплодисменты. У меня вопрос сразу такой, а это под оригинальную была аудиокомпозицию или он перепел? Это же... В смысле? Он же сам играл. Он же сам Не, музицировал. я не об этом. Похоже, мне показалось на какую-то прям песню, очень похоже. Ну, в смысле, это... Ну, кроме Казани вот Гитлера, этой, поют кроме песни. Казани Гитлера. Ладно, это я сам себе что-то напридумал. Данил, во-первых, для тебя специально были субтитры. Да, Ты я читал, я понял. успевал читать, переводить. Да, мне лично очень понравилось, потому что, наверное, единственный участник за сегодня, которому мы прям вот сидели, притопывали и прихлопывали. Прям вот так вот 10-й участник и залетел вообще как надо. Вот мое мнение, пока такое коротенькое, но очень хорошо. Ну, у нас даже настроение поднялось вроде. Мы такие прям сидели, вместе с ним пели. Молодец,
Молодец, малай. Играешь, Хорошо поет, сам музицирует, сам подобрал, скорее всего. Талантливый. Меня он просто поразил своей улыбкой. Если, мне кажется, ему не надо было играть, он бы еще и пританцевал бы, наверное. Да, да, Он да, там да. танцевал, мне кажется, внизу. Да, ногами. внизу, наверное, ногами танцевал. Он живой. От него прям энергетика бешеная идет. Прям чувствуется это. Я даже вот когда смотрела, я просто вот улыбка до ушей у меня была, я даже захлопала. Молодец, вот реально молодец, мне очень понравился. Звонкий голос, такой же звонкий, как и я. Очень звонкий голос, Очень да. мне понравился, что он такой звонкий. То, что сзади там вот у них зал, наверное, скорее всего, это потому что диван, антуража не было, но это видно, что он дома играет, зато это от души. Прям душа очень понравился. Прикольно. Респект. Даниил, То, что молодец, он сам играет еще, подыгрывает себе, но, наверное, если бы он еще и под минусовку там или какой-то аккомпанемент, ну, который вот не он сам наигрывает, и еще бы больше динамика была, мы бы прямо тут в студии пошли в пляс. Но мы имеем то, что имеем, и это тоже очень хорошо. Очень здорово, спел хорошо, сыграл и улыбался во все 32 зуба. твоя оценочка. 5 поставлю. 5. Римма. 5 за звонкость, за Также потрясающую улыбку. звонко. Да, вообще. А Ну, можешь еще раз сказать 5? что? Еще раз сказать 5. 5! Вот, чтоб ты там... 5, мой хороший, Еще этого пятерка тебе. Я надеюсь, что ты дойдешь еще до финала и просто будешь вот на самом не сам играть, а еще и танцевать, и вот эту прям бешеную энергетику, вот эту песню бабахнуть прям. Я тебе удачи желаю. Прям. Класс. Это именно тот участник, которому в плане вокала вообще не придраться. Вообще вот прям. Ну, хоть сегодня ему на сцену можно выходить и петь, пожалуйста. 5, конечно. 5. Что вы, 5? Ну Я что не ты могу. там прям так 5? Да я хотел, я думаю, я сейчас смотрю на тех группы, думаю, а можно там 5 плюс 1, там что-нибудь? Нет, нельзя, можно Ну, у только нас 5. всем настроение поднялся. Конечно, да, поэтому да, все, вот, честно, Ильмир, Сила Улшабабус, эти аплодисменты тебе 5, 5, 5, 5, вот так вот. Не зря у нас сегодня 6-й отборочный, сегодня мы максимально какие-то добрые и позитивные, это все вот, еще Ильмир нам сделал настроение еще лучше. Так, что ж, пока мы считаем наши оценочки, сводную таблицу, давайте по очереди, как вам вообще наш сегодняшний выпуск, что оправдались ожидания, не оправдались ожидания? Гульнас, ничего. Ну, каких-то надежд я, конечно, не возлагала, чтобы оценивать, оправдались ожидания или не оправдались. Талантливые ребята, молодцы. Постарались, кто-то больше постарался, кто-то меньше постарался, кто-то, может, и поприкалывался, по-моему, да, чуть-чуть. Был там один, да. Зато весело было. А кто-то серьезно подошел, кто-то, ну так уж как-то, да, ну запишу, отправлю, так на авось, да, А может, есть наверное. какие-то пожелания тем, кто вот у нас же, в любом случае, кто-то сегодня не пройдет? Может, им пожелания какие-то есть? Но, знаете, что скажу? Нет, это не всегда нет. Я это всегда так говорю. Нет, это иногда да, но позже. Либо в другом проекте. Понимаете? Хорошо, Не запомнили. надо Есть. Рим. падать Мне духом. всегда говорили нет. Вот всегда говорили. В каких-то конкурсах я участвовала, мне всегда говорили нет, не умеет петь, не вот это все, да. Но я никогда не теряла надежды. И я бы, наверное, не являлась той Никитиной, которой я сейчас являюсь. Я всегда иду вперед. И всем участникам я за смелость ставлю 5, да? И они молодцы, за смелость. И не останавливайтесь только на этом. Работайте просто над собой. Ставьте себе цели, достигайте. Просто вот зажигайте. Знаете вы, что вы вот этого хотите, значит, вы этого добьетесь. Не надо на нас просто вот свое мнение останавливать и все. Ой, у меня не получится, и расстраиваться тоже не надо. Пусть это будет, кому я сегодня ставила тройки, пусть они вот не разочаровываются, не огорчаются, да. Я старалась быть справедливой, пусть моя тройка, но зато кому-то эта моя тройка даст прям реально какой-то скачок на другой конкурс, и он будет работать над собой еще дальше вперед идти. Хорошо, Даниил, твои впечатления и пожелания, возможно, тем, кто не пройдет у нас в полуфинал. Все большие молодцы, что не испугались, прислали свои заявки на такой конкурс. Да, возможно, кто-то там чего-то не додал, ну именно нам, потому что мы сидели, оценивали, вот, но еще будет народное голосование, где люди будут голосовать. Возможно, Ты, например, Рамазану 5. но я скажу так, ребят, дерзайте, ничего не бойтесь. Если вам нравится то, чем вы занимаетесь, то не останавливайтесь, продолжайте. И
верьте в свои силы. Что ж, у нас готово, как нам подсказывает наша таблица сводная наших голосов. Давайте еще раз поаплодируем нашим 10 участникам. Смотрим табличку. Ильфиза Ахатова 16 баллов, Алия Сабирова 15, Лейсеря Галявина 19, Ильнур Еникеев 14, Далия Витта 17, Рамазан Сибгатуллин 19, Дарина Зинатуллина 17, Дмитрий Риманец 12, Айсула Мустафина 20 и Ильмир Загреддинов 20. Что же, вот, обращаюсь куда-то туда вот за камерой, мы готовы дать старт дарса и голосования. Давайте все вместе умнан брехадер сойныбыз, да, и скажем поехали. От 10 до 1, можешь по-русски, не суть важно. От 10? Да, до 1. Мы по-татарски, ты по-русски, чтобы было смешнее. Он. Тугас! 8, 7, Жеті, 6, 5, 4, 3, 2, поехали! Вот так вот, а для вас, дорогие зрители, если вы только подключились, голосование началось, предлагаем вам и посмотреть заново 10 наших участников, чтобы мы могли освежить себе память и уже точно определиться с тем, за кого будете голосовать. Смотрим всех наших 10 участников. Sen yazmıysan. Ama günde xatlar yazam. Günde yazam. Senga yazam. Qıtılğısız bir mecburi işe aylandirib ketgan yazam bu. Günde yazam. Tishtansa ko'rganimni yazam. Jetaklashib ikkov yurganni. Ko'k ko'kratib qora bulut bosqach, ikkimiz ikki yoqqa yugurganni. Abdullah Suanası. Yok yog'imda hech kishida yo'qlig'im bildim demin. Shopdim ovulga doroqni tezgina ildim demin. Ko'rmim o'g'ilni yortni, ey shobon min, ey shobon. Oshig'am tirlim pisham, ham qip-qizil o'tda yonam. Bir zamon aylanib boqqan edim. Yes,
Min yaratan sine Tatarstan Gorur halkın için yaratan Can eretken en kemtelen aşın Tatar telen için yaratan Can eretken en kemtelen aşın Tatar telen için yaratan Ярат мине, бары мине генә ярат. Башкалардан назлар эзләмә. Күпкә алар яхшы булсалар да, читләрне син күзләмә. Сакла мине, бары мине генә сакла. Салкын җилләр миңа тимәсен. Кочагыңа алып, җылыт мине, арабыздан салкын үтмәсен. Ышан миңа, бары миңа Ак чәчәктә ак томан, минем күңелдә буран, күңелем сине көтә, йөрәгем сиңа илтә, ак шомыр чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым, ак шомыр чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшьлек язым. Вот так вот, дорогие зрители, вы просмотрели всех 10 наших участников, за которых вам сейчас предстоит голосовать. Поэтому, если вы еще не голосовали, бегом проходим к нашему голосованию, ставим галочку за того участника, который вам понравился больше всего. Если вы уже оставили свой голос, свою галочку, свой, скажем так, отклик на это творчество, то рассылайте эту ссылочку друзьям, говорите, вот поддержите этого участника. Сумил, за того и голосуйте и призывайте друзей. А у нас в гостях обворожительная, великолепная обладательница премии Татар ЖР и ТМ-ТВ Гульназ Султанова. Аплодисменты ей, вот так вот мы аплодируем. И вы, надеюсь, аплодируете сквозь наше расстояние, сквозь ваши экраны. Поэтому она нас порадует своими песнями. Я напоминаю, что до завершения голосования остается уже меньше 24 минут, поэтому быстрее голосуйте, а пока наслаждайтесь великолепным голосом Гульназ. Аплодисменты! У-у-у! Gözlerime kara, soğulaşkan
Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер инде икенче җырым. Күңелдәге хатлар.
deyip şul yollarını izledim. Alay yolun tuzağında yuvaldım özlerimini. İhfaydarıp alır idim uzman ömürlerimini. İhfaydarıp alır idim uzman ömürlerimini. Uzman ömürlerimini. Bek zo'r rahmat sizga. Bek zo'r rahmat sizga. Sen yazmıysan. Ama günde xatlar yazam. Günde yazam. Senga yazam. Qıtılğısız bir mecburi işe aylanırıp gitken yazam bu. Günde yazam. Tıştansa ko'rganimni yazam. Jetaklashib ikkovi yurganni. Ko'k ko'kratib qora bulut bosqach, ikkimiz ikki yoqqa yugurganni.
Abzatqay suanası. Yok yog'imda hech kishida yo'qligim bildim de men. Shopdim avvalga doroqni tezgina erdim de men. Ko'rmim o'g'ilmi, yortmi, ey Shobon men, ey Shobon. Oshig'am, tirlim, pisham, ham qip-qizil o'tda yonam. Bir zamon aylanib boqqan edim ortiq. Min yaratam seni Tataristan, g'urur xalqin uchun yaratam. Jon eritgan ankam tilin uchun, Tatar tilin uchun yaratam. Jon eritgan ankam tilin uchun, Tatar tilin uchun yaratam. Yarat meni. Bari menigina yarat. Boshqalardan nazlar izlama. Ko'pga olar yaxshi bo'lsalar da, chetlarni sen ko'zlama. Saqla meni. Bari menigina saqla. Sovuqin yillar menga tiymasin. Quchog'ingga olib, jilat meni. Orabizdan sovuqqan o'tmasin. Ishon menga. Bari Ak şeşekte aktıman, minem көңілде boran, көңілім seni kütte, yüreğim seni ilde. Ak şımır şeşkesi, yaşligim irtesi, sen benim yaşlik yazım, unutmam seni nazım. Ak şımır şeşkesi, yaşligim irtesi, sen benim yaşlik yazım. О, вот так вот мы продолжаем, пока аплодируем не надо, потому что у нас еще голосование не завершено. Если взглянуть на часы, то до завершения вашего, дорогие зрители, нашего зрительского, опять же повторяюсь, голосования, мне тут разные минуты показывают, но если взять 5, тут взять 4, чуть вот где-то посередине, 4,5 минутки остается до завершения, поэтому повторю еще раз. Если вы еще не проголосовали, проголосуйте. Наших участников всех можно там посмотреть, кто и как у нас сегодня выступил. Если вы уже участник, можете вполне, как наш исполнитель в грузинском костюме, который пришел в комментарии, сказал, что это кто-то из организаторов его просил прийти в грузинском костюме. Я прошелся по всем, но вроде никто его не просил выступать в грузинском костюме. Но, может быть, это есть какой-то наш тайный организатор, который все делает и переодевает людей в костюме. Может быть. Вот, кстати, Может, Даня... просто ему понравился этот грузинский костюм. И он Что говорит, ты там что его себе- организаторы попросили. Он так сказал, да? Да. Не, но тем не менее, как бы за смелость вопросов нет. Так, что ж, у нас пока есть время, я пообщаюсь с нашим жюри. Очень просто, как это нынче модно. Может быть, кто-то из вас хочет что-то отрекламировать. Гульнас, Отрекламировать? отрекламировать. Пользуюсь возможностью. Да, продаю гараж вот так вот, с лету сходу. Гараж я, конечно, не продаю, но есть кое-что. Уже 8 месяцев существует мой клуб личностного развития «Баланс Плюс». Сколько И стоит? молодежь Куда я идти? зову к себе. Есть за 8 месяцев стабильные результаты участников клуба, как идти к своему успеху, экологичным путем, меньшими потерями, то есть делюсь и своими какими-то наработками, то есть своими кейсами. Где Приходите. искать, где посмотреть? Инстаграм. Все, как найти вот туда прям в камеру? Гельнас Сираева. Гульнас Сираева. Гельнас, да. Гульнас, вот так вот, все, и там можно все. Сколько стоит? Участие в месяц 995 рублей. 995 рублей. Почему Как? не 9?
Ну вот так. Вот так вот. А вот это секрет, придешь в клуб, узнаешь, почему 995. Сейчас Рим такая... Потому что я еще плюс к этому мастер китайской науки святца цифровой. Вот. Я знаю некоторые А секретики. это уже за 999. Да. Ладно, Римма, может, что-нибудь у тебя есть такого? Ну, никакого клуба у меня нет, потому что я сама тусуюсь в клубах. Постоянно, причем. График у меня насыщенный. Что могу сказать? Ну, небольшое объявление у меня. Готовится новая песня. Причем не на татарском языке, а на русском языке скоро бомбанем, клип шикарный. То есть это уже не на татарскую эстраду, а на российский уровень. Я думаю, что зайдет. Когда? Когда? А вот не скажу, когда. Ну, В сентябре снимаем клип. Жди. В сентябре снимаем клип, могу сказать. И в октябре уже будет, скорее всего, в октябре и бомбанем. В общем, все это надо ждать прям в твоих социальных сетях, ты там все Да, расскажешь. в Инстаграме. Все, как в Инстаграме найти, может, кто-то еще не подписан. Рима Никитина. Все, вот там у нас и Татарстаре, везде указана отметочка, подписывайтесь, ждите, клип, песня, будет класс. Вот у тебя вот будет песня, я знаю, что у одного человека, вот песенка вот вышла, расскажи о чем, где, слушать, что, для чего, для кого. Ну да, сегодня у меня вышла песня, называется «Не уезжай». Не уезжай. Вау. Да, ее можно найти на цифровых площадках, Яндекс.Музыка, Apple Музыка, ВКонтакте, Бум. Вот. Если что, у меня псевдоним Дантеос. Ищите так. Да, почему Надо Дантеос? послушать. Да, Дантеос. очень интересно послушать. Почему Дантеос? Ну, потому что это сборка из моего имени. Мгм. Даниил, Даниил. Дан. И Теос — это моя фамилия, поскольку у меня фамилия Федоров, но я залез глубоко в корни. Оказывается, она произошла от имени Теодор. Теодор. А Федор, то еще есть раньше Теодор. Теос. Поэтому Дан Теос. Кайф, кайф, кайф. Уже смотри, везде, Spotify, Яндекс.Музыка, все вот эти вот сервисы. Ну, должна быть везде. Но особенно, если вы хотите поддержать нашего Данила. К слову, откуда корни-то идут, победитель первого сезона Татарстар. Вот в iTunes там прям можно купить за 17 рублей, правильно все говорю? Сделайте человека богаче на 17 рублей, купите, поставьте. Скачивайте песню. Да, поставьте себе на звоночек, поставьте себе Интересно послушать. на будильник, Зайдем мы послушаем. обязательно Послушайте. Мы Мне обязательно, очень будет приятно, если... там будет 4 прослушивания. Ну, хотя... Все, есть. Что же, я сейчас обращаюсь к нашей сценической группе. Сколько минуточек остается? Минута 0. Сколько? 0 минут. Последние секунды, поэтому предлагаю всем вместе дать обратный отсчет, если у нас был обратный отсчет. По-татарски, давайте теперь по-русски. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, булда, жите, хватит голосовать. Кто успел, тот успел. Кто не успел, тот не успел. Что ж, у нас пока жюри буквально пару минуточек подсчитывает, кому сколько баллов и кто же отправится у нас в полуфинал. И, к слову, вот может быть наш жюри не знает, я эту информацию помню наизусть, разбуди меня ночью, я расскажу. У нас 6 отборочных, собственно, выпусков. Это 6-й. Все, заявочки больше принимать нельзя, участники у нас больше... Новых участников добавляться не будут те же самые, которых мы отобрали. Они, если сейчас я все правильно говорю, Данил, как и в первом сезоне, участвовал. То есть в полуфинале участник уже пришлет другое видео, да? Ну, наверное, да. Все, хочется в это верить. Ну, я Так, нет уже. вот смотрите, у нас было 6 отборочных, из каждого у нас отправлялись в полуфинал по 5 участников, а полуфиналов 5. 5 и 6 – 30. 30 делим на 5, соответственно, получаем по 6 участников. У нас будет, соответственно, в каждом полуфинале. А вот из этих 6 уже по 2 отправятся у нас в финал. Если из-за камер в меня ничего там не полетело, меня не ругаются, все говорят, значит, я все правильно рассказал. А за что же... Данил, кстати, в первом сезоне приз какой был, я вот не помню. Съемки клипа на мою песню. Съемка, сколько просмотров тебе там набралось? Много. ВКонтакте очень много. На Ютубе я загрузил к себе на канал, но там еще, ну так, мало. Там еще. Но ВКонтакте очень много просмотров. Все, Сегодня класс. мы посмотрим. Вот, собственно, победитель этого сезона, мне кажется, знаешь, если человек выиграет iPhone 12 Pro Max, он, по сути, сам себе сможет снять клип, мне так кажется. Но и тот, кто займет второе место и третье, это приз iPhone 12 и iPhone 11, соответственно, тоже весьма, вот у нас такая табличка. И следующий уже выпуск у нас первый полуфинал аж 18 августа, потом 25 августа, 1 сентября, там 8, ну дальше там уже разберемся как-то так. В общем, мы вам показали, эта вся информация есть, следите за полуфиналами, также голосуйте. А для тех, кто у нас подключился и немножко не понимает, немножко не в курсе происходящих событий, мы скажем, чем этот сезон отличается от предыдущих, почему он называется «Наследие». Если в предыдущих сезонах у нас можно было
выступать с любым номером. Абсолютно. На русском, татарском, немецком, французском, в общем, на каком угодно, танцевать какие угодно танцы, исполнять любые стихотворения. В общем, такой был сбор талантов, то уже в этом сезоне он неспроста называется «Наследие». Все должно быть на татарском языке. Если что-то касается танца, он должен быть под татарскую песню. Если стихотворение, он должно быть на татарском языке. Но есть такая небольшая, вот почему-то еще этого никто не сделал, особенно из тех, кто танцует. Вы можете танцевать под татарскую песню, а танец-то может быть слегка такой оригинальный. В общем, вот такой вам небольшой лайфхак. В общем, все должно быть на татарском языке, несмотря на то, что мы так вот тут в меньшей степени здесь в студии говорим на татарском. Но вот так вот сказал. Что ж, обращаюсь к нашей техгруппе. Сколько мы еще считаем, сколько минуточек? Вот. Все ясно, это все из-за вас, из-за тех, кто в последние пару секунд пришел и проголосовал. Мы вот так вот немножко сложно. Если же вы проголосовали, и вам, дорогие друзья, интересно, почему и как оно сформируется, все очень просто. Наибольшее количество голосов, соответственно, получит тот, кто у нас занял первое место. Так вот у нас, если я сейчас правильно все помню, 10 баллов тому, кто у нас больше всего проголосования получил, и, соответственно, 1 балл тому, кто набрал меньше всего голосов. В полуфинал... Я представляю, как участники волнуются. Извини, я тебя перебила. Ну, я тоже представляю, прикинь, а за тебя никто не голосует. Ты обновляешь, а потом еще там сидит бедный Рамазан, понимаешь, что Даниил ему 4 поставил, он прям там обновляет, еще и четверка, и все, и никак у него из головы эта четверка не выходит. Так волнуется. Да, Даниил? Я зашел, проголосовал. За кого проголосовал? За Рамазана. Все, ладно, нормально, исправился. Окей. Что же, вот так вот, если из участников, Даниил, вопрос к тебе. Если так вот, с твоего позволения, то Данил, то Даниил. Как за тебя голосовали? Так вот, ты с легкостью победил в первом сезоне или прям вот соревновался с кем-то? Соревновался. С кем? Нас было 2 участников, я и вот еще одна девушка, и мы шли прям вот тютелька в тютельку, так скажем. Не хотелось джентльменство проявить? Хотелось, но от меня мало что тогда зависело. Там просто топили за меня. Кто? Девочки! Ну, конечно. Весь Зеленодольск. Весь Зеленодольск за тебя проголосовал. Так вот, Рима сказала девочки, и сама поближе к Данилу подвинулась. Такая, я бы за тебя тоже проголосовала, честное слово. Нет, я не голосовала, честно. Если бы я знала, я бы голосовала. Я просто пропустила этот момент. Я, наверное, где-то на гастролях была просто. Все выпуски первого сезона Татарстар находятся в группе Татарстар. Можете пройти, посмотреть, кто такой Данил, опять же, зайти, прослушать песню. Напоминаю, так, вот мы определились, у меня ничего нового, даже гараж не продаю, но здесь курс можно прям вот 995 рублей и стать лучше аж за 8 месяцев. Да, ну, каждый сам решает, сколько месяцев он будет участником клуба. Поэтому такая цена, понимаешь, чтобы она не напрягала никак. Ну так, вот буквально там 5 чашечек кофе и все, ты уже... Много-много ценной Обратите информации внимание, получаешь. что кофе за 200 рублей для Гульнас в рамках привычного, прям нормально. Ну, Ладно. есть кофе и дороже. Я понимаю. Окей, что ж, все, информацию вроде я ничего не забыл, а то мне каждый раз после эфиров говорят, вот ты это не прочитал, вот ты то не прочитал. А классно в призах сказал, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 11, это 1-2 место, это у нас все будет в финале, сказал. О том, что заявочки ваши, каждый раз я вот говорил, что у вас еще есть время прислать заявки. Все, нету больше времени присылать заявки, будем смотреть только тех, кто у нас уже отобрался. Из этих получается 6 отборочных, из 60 участников ровно половину, абсолютно честно, это получается даже не отборочные, такие четвертьфиналы мы отобрали. Полуфиналы. И искренне надеемся, вот самое, наверное, главное, что хочу попросить у вас, дорогие зрители, чтобы вы также активно голосовали, как вы делали это в наших отборочных. Наша таблица готова. Давайте перед тем, как ее показать, Интересно. поаплодируем всем участникам. Держим кулачки. Внимание, таблица! И у нас в полуфинал отправляются участники. Лейсера Галявина, простите, с итоговым 27 баллов. Рамазан Типгатуллин 28 баллов. Дарина Зиннатуллина 27. Айсулу Мустафина 26. И Мир Захиддинов 25. Их мы поздравляем, остальным участникам мы говорим, не стоит расстраиваться, участвуйте, вот как уже говорили наши жюри, участвуйте во всех остальных конкурсах, а пока можно еще раз посмотреть всех наших полуфиналистов, тех, кто прошел дальше. Смотрим, буквально по 10 секунд. Тәуге тапқыр көлгәнне язам. Ялгыз калган накышларның ничек батырларча үлгәнне язам.
манасыда меня мартан шабат. Кышкырадыр. Кошма, кошма, туқта, туқта. Эй, қорақ, неге аласың сен аны? Мәхәббәтнең эзе чиста булсын, шушы хисләр мәңге сүнмәсен. Ярат мине. Unutmam seni nazım Akayında aktımın Seni көргендей bulam Ki житеді. О, мы еще раз аплодисментами поздравляем тех, кто у нас прошли полуфинал. Также говорим биг зур рахмет тем, кто в принципе участвовал. Участвовал не только сегодня, а кто вообще присылал заявки на наш Татарстар наследие. Что же, а теперь аплодисменты, мы думаю, уже от нас, от технической группы, от всех, скажем, нашим жюри. Можете аплодировать сами себя, можете уже просто принимать аплодисменты. У нас в гостях были певица татарской эстрады, лауреат многочисленных премий Алтын Барс ТМТВ Гульназ Цираева. Аплодисменты. Автор, исполнитель, певица, блогер Римма Никитина. Аплодисменты. Автор, исполнитель песен собственного сочинения, написания, победитель первого сезона Татарстар Даниил Федоров. Аплодисменты. Ведущий этого всего действия Нияз Хайруллин. С вами мы еще увидимся на одном из полуфиналов обязательно. Биг зур рахмет. Участвуйте, побеждайте. Всем хорошего вечера. А главное, наверное, пожелание всего прошедшего времени и ближайшего, наверное, нашего будущего. Будьте здоровы, всем пока-пока, до свидания!